Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене Удмуртской государственной филармонии лауреат всероссийских и международных конкурсов, оркестр «Золотая мелодия», художественный руководитель и главный дирижер Лев Накоряков. Наш сегодняшний концерт посвящен чудесному времени, рождественским каникулам. Совсем скоро мы встретим светлый праздник Рождества Христова. Но, как вы знаете, по григорианскому календарю Рождество уже наступило, и весь католический мир окунулся в праздник. Динг-донг, Мерли он хай. Исполняет оркестр «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков. Одна из самых известных католических молитв «Аве Мария». Ее простой и в то же время трогательный текст вдохновил многих композиторов, среди которых Франц Шуберт.
Его «Аве Мария» приобрела наибольшую популярность, звучит во многих концертных программах в исполнении самых выдающихся певцов и музыкантов. А сегодня вы услышите это произведение в исполнении лауреата международных конкурсов Лилии Третьяковой.
Конечно, очень важно украсить свой дом в канун Рождества. В католических странах к этому относятся серьезно и стараются придерживаться традиций. Дома украшают венками из еловых веток, переплетенных серпантином и мишурой. А основные ароматы католического Рождества – это апельсин, корица, тмин и гвоздика. Рождественская песня «Deck the Hall» в переводе на русский «Украсьте зал» – это своего рода руководство, как правильно встретить этот светлый праздник. Но сегодня эта известная песня прозвучит для вас в инструментальном изложении в исполнении оркестра «Золотая мелодия». До наступления Рождества в декабре на Западе проходят традиционные ярмарки. И само собой разумеется, что звучит на этих празднествах совершенно особенная музыка. Одна из самых популярных рождественских песен «Jingle Bell Rock» поет Юлия Галиханова. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop house begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing and jingle bell square. In the first year, what a bright time! It's a right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Eat it up, jingle, speed up your feet, jingle around the floor. Mix and a mingle in
и на санки сесть. Смело ты на санях с горки скользишь, юга нам нипочем. Ты различаешь под ее громкий свист новогодний наш звон. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Hey, get it up, jingle house, pick up your feet, jingle around, tock clock, clock, clock. Mix and a mingle in the jingles and feet. Let the jingle bell, let the jingle bell, let the jingle bell roll. А сейчас долгожданная минута рекламы, точнее саморекламы. 23 января в 19 часов в зале Удмуртской государственной филармонии состоится концерт оркестра «Золотая мелодия» «Мы – дети галактики». «Трава у дома», «Соловьиная роща», «Арлекино», «Этот мир», «Песенка студента», эти и многие другие любимые песни 70-х и 80-х годов для нас сейчас словно другие планеты в безбрежном океане музыкальной вселенной, свет от которых до сих пор согревает всех нас. Все мы в каком-то смысле дети галактики, потому что, глядя в ночное небо, до сих пор мечтаем о звездах. В концерте принимают участие мужской вокальный квартет и солисты Удмуртской государственной филармонии. Не пропустите 23 января, 19 часов. Продолжаем наш концерт. На улицах европейских городов в эти дни очень красиво. Рождественские елочки, яркие витрины, нарядные люди, а вот снега почти нет. Наверное, поэтому их Санта передвигается на воздушных санях с летающими оленями. А в сердце католической церкви Италии и вовсе тепло и солнечно. Но поэтому и песни там звучат под стать теплому климату. Такие, как знаменитая «Фуникули фуникула», которая прозвучит для вас в исполнении мужского квартета Удмуртской государственной филармонии. Ai signore, non deve essere tu sai adò, adò, sta fare un gratte chi ristiette, farmelo un po', adò, lo fuoco colce ma si fulvie, te la sia sta, e non te cara pressa, non te struglie, solo a guardare, Yamma, 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 funicula, 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 yamma, yamma, funicula, funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, yamma, 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 funiculi, funicula. Un passo che
Впрочем, тепло и солнечно может быть не только в Италии, но и сравнительно недалеко, например, на северном побережье Черного моря, где круглый год ждет туристов и отдыхающих гостеприимный город-курорт Сочи, основу экзотической парковой растительности которого составляют чудесные цветы магнолии. Песня «В краю магнолий» звучит для вас в исполнении мужского вокального квартета. Весная горе, 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 в краю магнолий плещет море. Сидят мальчишки на заборе и на меня наводят груз. Танцуют пары, мотив знаком, даже старый. И сладкий голос, бас гитары. Тревожит память мою, ну и пусть. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, глаза блестели, как агаты, и на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно про жизнь и про любовь. В краю магнолий плещет море, сидят мальчишки на заборе, их восхищение в каждом взоре. Невольно я сейчас ловлю. Мальчишкам надо, Ева, драться, и по ночам девчонки снятся. Но и для них сегодня танцы, но эта песня для них, и сейчас я ее дарю. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, глаза блестели, как агаты, и на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно про жизнь и про любовь. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, глаза блестели, как агаты, и на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно про жизнь и про... Роман Дерзаев, Дмитрий Сухих, Александр Попов, Алексей Чучкалов. Хорошо на юге, вижу, хорошо. На юге хорошо, а дома привычно. Привычно холодно и снежно, и потому весело. Традиционные зимние забавы популярны у нас с древних времен и нашли отражение в культуре. Настоящее зимнее настроение подарит нам сейчас увертюра к фильму «Морозко», написанная Николаем Будашкиным. Играет оркестр «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков.
Как приятно снова услышать русскую музыку. Вот мы и в России. Россия – страна крепких морозов и бескрайних снежных равнин. Поэтому, какой бы ни была мода на обувь, они всегда будут актуальны. Песня «Валенки» прозвучит для вас в исполнении Юлии Галихановой. Мой дружочек меня ждет каждый вечер у ворот, но в такие холода мне без валенок беда. Чтобы к милому идти, надо валенки найти. О, надо валенки найти. Валенки, валенки прячет моя маменька. Все равно я их найду, на свидание пойду. Все равно я их найду, на свидание пойду. Говорят, любите мой, значит дома быть одной. На морозе стынет кровь, не согреет и любовь. Но не буду я страдать, только бы валенки достать. И ой, только бы валенки достать. Валенки, валенки прячет моя маменька. Все равно я их найду, на свидание пойду. Валенки, валенки прячет моя маменька. Все равно я их найду, на свидание пойду. Разговоров не боюсь, с милым в валенках пройдусь. Сморозец горячей, сердцу только веселей. Буду в валенках ходить, буду милого любить. Ой, буду милого любить. Валенки, валенки прячет моя маменька. Все равно я их найду, на свидание пойду. Валенки, валенки прячет моя маменька. Все равно я их найду, на свидание пойду. Все равно я их найду, на свидание пойду. Очень часто в дни новогодних праздников на наших улицах можно увидеть картину, подробно описанную еще в XIX веке в романсе Александра Варламова на стихи Дмитрия Глебова. Ну, представьте себе, погода так себе, метет метель, идет девушка, а за ней плетется молодой человек. И изредка, пытаясь привлечь ее внимание, называет красавицей и просит остановиться. Как видите, прошли века, а ничего не изменилось. Романс «Вдоль по улице метелица метет» прозвучит в исполнении Дмитрия Сухих. Вдоль по улице метелица метет, за метелицею милая идет. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. На твою ли на приятную красоту, на твое ли, что на белое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя.
Моя с ума меня свела, ты сушила добромолодца меня. Ты постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Дай мне наглядеться, радость на тебя. Существуют традиционные символы русской народной культуры. Хохломская роспись, гжель, палехская миниатюра, дымковская игрушка, матрешка, вологодское кружево, оренбургский пуховый платок. А в музыке это гусли, конечно, гармошка, домра и балалайка. Если не возражаете, сегодня мы чуть подробнее поговорим именно о ней, о балалайке. Знает каждый с малых лет старорусский инструмент. 3 струны и пальцы рук извлекают чудный звук. Вот такая есть о балалайке детская загадка. А есть пословицы, например, такая. У нее лишь 3 струны, но она любовь страны. Впрочем, интереснее узнать, что известно о балалайке нашим сегодняшним зрителям. И я думаю, что вы не откажетесь ответить на несколько моих вопросов. Ведь не откажетесь? Нет? Не откажетесь? Тогда я в зал пойду. Я пойду в зал, а по дороге буду читать легкие вопросы. Потому что вопросы у меня есть сегодня легкие, а есть призовые вопросы. И призами сегодняшней нашей викторины будут, кстати говоря, билеты. Билеты на концерт. Билеты на концерт знаете кого? Билеты на концерт «Золотой мелодии», правильно. Итак, вопрос первый, самый легкий. В каком веке, по вашему мнению, появилась балалайка? Так, кто-то говорит 18-й, это неправильный ответ. 16-й тоже неправильный ответ. Кто сказал 17-й? Первый вот здесь вот. Это вы сказали, да? Поздравляю, вы ничего не выиграли, но ответили правильно. Ну, потому что вопрос был легкий. Вопрос легкий, да, действительно, в 17 веке, по крайней мере, первые упоминания о балалайке мы находим в летописях именно 17 века. Вопрос второй, тоже пока еще не призовой, можете сильно не стараться, но в любом случае ответьте мне, пожалуйста, а вот кто из великих русских поэтов любил слушать балалайку? Есенин любил гармошку, он обожал тальянку. Кто сказал Пушкин? Вы прекрасно знаете, во-первых, великих русских поэтов, во-вторых, знаете великих русских поэтов, любителей балалайки. Совершенно верно, Пушкин. А еще кто? Еще один великий русский поэт. Толстой не поэт, но тоже любил. Лермонтов, да, Лермонтов. Михаил Юрьевич Лермонтов любил балалайку. Удивительно, правда? А хотя чего удивительного-то? Я вот тоже, например, люблю. Тоже немного поэт, правда, не великий. Но да. А вот теперь начинаются призовые вопросы. Так, у меня где-то в кармане билеты. Билеты надо поближе держать. Сейчас раздавать буду. Так, подождите, я их сейчас разложу тут. Так, вот аккуратненько. Билетики. Так, сейчас придется внимательно смотреть, где взметнется первая рука. Форма балалайки, как известно, треугольная. Всегда ли она была такой? Не такой, а какой? Вот просто далеко идти лень. Это во-первых. А во-вторых, все-таки здесь первый прозвучал правильный ответ. И я с удовольствием дарю вам вот эти 2 замечательных билета на прекрасный концерт оркестра «Золотая мелодия». Это будет сольный концерт
лауреата международных конкурсов Лилии Третьяковой в сопровождении оркестра «Золотая мелодия». О нем я расскажу немножко попозже. Ну а сейчас продолжаем нашу веселую викторину. А я, оказывается, люблю проводить викторины. Никогда бы не подумал. Существует праздник – День балалайки. Когда именно он празднуется? Нет, не в Масленицу. Вопрос очень трудный. Вот это архисложный вопрос, друзья. Но тот, кто угадает, тот, несомненно, заслужит вот эти 2 билета, которые там лежат. 23-го чего? Вот кто первый сказал 23 июня? Мы! Кричат 8 человек, а билетов-то 2. Так, как же до вас? Я понимаю, что кто-то где-то там первый крикнул. Вот кто? Слушайте, друзья, давайте будем справедливыми. Давайте будем справедливыми и отдадим вот в этот угол. Вот в этот угол вот этой девушке, которая мне здесь подсказывает. У меня, оказывается, есть тайные агенты. Я о них не знал. О их существовании я только предполагал, думал, где-то они есть. Они, оказывается, на самом деле следят. Спасибо вам. И еще один вопрос. О, и билеты еще до сих пор здесь. А я отлучился, думал, прибегу, билетов-то и нет уже. И разыгрывать нечего, а придется теперь. Вопрос тоже непростой, но, по крайней мере, для меня был. Как называют мастера, создающего балалайки? Нет. Балалаишник – это тот, кто на них играет. Страдивари – это фамилия мастера, изготовляющего балалайки. Хотя нет, балалайки он не дорос немножко. Баларист. Сейчас люди копаются в интернете. Вот чувствую. Google вам в помощь, друзья мои. Но первый, кто ответит даже с подсказкой на вопрос, получит билет. Что ж вы телефон-то спрятали? Скорее доставайте. Балалаишник, это я повторюсь, человек, который играет на балалайке. Вот они у нас здесь представлены все. Вот машет рукой веселый парень. Девушка балалаишница. Балайкер! Балайкер! И все равно, вот, хотя вот и не совсем точно, вот, но вот я все равно вот поздравляю вас, друзья! Викторина была сложная, но прекрасная. Мне понравилось. Оркестру, думаю, тоже. Они сидели, отдыхали, слушали. Но продолжим, да? Когда мы поближе познакомились с этим трехструнным чудом, я имею в виду балалайку, а не тебя, самое время посвятить ему песню. «Ох, балалайка» поет Лилия Третьякова. Над речкой сумерки сгущались, туманы низко опускались, и опять в саду на лавочке играла я на балалаечке. Балалаечка, балалайка, твои струны для души. Балалаечка, балалайка, помоги в любви. Промчалась быстро ночка летняя, проснулась зоренька рассветная, не смолкала балалаечка, меня всю ночку слушал Ванечка. Балалаечка, балалайка, твои струны для души. Балалаечка, балалайка, помоги в любви. Хожу, гуляю
Иванечка, и с нами наша балалаечка. Ох, балалаечка, балалайка, твои струны соловьи. Ох, балалаечка, балалайка, ох, помоги в любви. Балалаечка, балалайка, Эх! помоги в любви. Чуть-чуть не испортили казенное имущество только что. На волне этого блистательного выступления немного рекламы. Концерты солистки Удмуртской государственной филармонии, лауреата международных конкурсов Лилии Третьяковой – это каждый раз событие. Каждый раз своеобразный эксперимент и очередное открытие как для певицы, так и для ее поклонников. «Помни обо мне» – так называется программа, в которой одно из самых ярких сопрано нашей республики откроет для слушателей дверь в мир своего представления о жанре русского романса разных эпох. Прозвучат романсы Прозоровского, Фомина, Зубова и других композиторов. Лауреат международных всероссийских конкурсов оркестр «Золотая мелодия» под управлением Льва Корякова выступит достойным партнером певицы в этой концертной программе. Партию фортепиано Оксана Переводчикова, ведущий и автор стихов, заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Городилов. Концерт состоится на сцене Удмуртской государственной филармонии 10 марта в 19 часов. Пожалуйста, не пропустите его. Как справедливо замечено в одной песне, любовь может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждешь. И произойти это может в любое время года. И зима тут не исключение. Слишком холодно на дворе, зря любовь пришла в декабре. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег. Снег на улицах, снег в лесах, и в словах твоих, и в глазах. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег. Вот прощаешься ты со мной, слышу голос я ледяной. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег.
на землю снег. Клятвы зимние холодны. Долго буду я ждать весны. Любви зимой короткий век. Тихо падает на землю снег. Любви зимой короткий век. Тихо падает на землю снег. Благодарю, маэстро, такая честь. Наступило такое долгожданное, но такое суровое, холодное время года. Вот нас уже закружило веселье новогодних праздников. Пройдет буквально 3 месяца, и зазвенит капель, побегут ручьи, появятся первые проталины, и мы уже будем скучать по русской зиме. Вера Городовская, «Русская зима», исполняет оркестр «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков.
Лауреат всероссийских международных конкурсов оркестр «Золотая мелодия». Художественный руководитель, главный дирижер Лев Накоряков. И все подумали, что концерт окончен. А как бы не так. Когда вокруг гремят праздничные фейерверки, звучит ритмичная музыка, водят хороводы у нарядной елки, находятся люди, которым не по душе эти зимние забавы. Они отправляются в тихий парк, и там, гуляя по заснеженным аллеям, с грустью смотрят на застывшее до весны чертово колесо. В зимнем парке тополя так грустны, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, 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 а теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла, эй, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла. Кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. В зимнем парке так бело, словно парк мою любовь замело. Дисковол, грустя в снегу, так увяз. С площадки под снежком снится вальс, и как будто позабыл я про все. Только черт заводит снова колесо, 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 и летит твое лицо. И я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла, эй, лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла. Кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла, эй, лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла. Кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу.
Нам с вами сказочно повезло, друзья. Мы живем совсем недалеко от города, который подарил миру великого композитора Петра Ильича Чайковского. И думаю, вполне уместно вспомнить об этом сегодня, поскольку в наступившем уже году весь мир будет отмечать 180-летнюю годовщину со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Думаю, все сидящие в зале хотя бы раз в жизни слышали, имели счастье слышать его прекрасную музыку. Но давайте для начала, это я уже перехожу к такой маленькой тоже викторине, правда без призов, особенно можете не стараться, но она полегче, потому что музыку Чайковского, как это ни парадоксально, люди знают лучше, чем историю балалайки. Ну так вот, давайте для начала вспомним, в каких жанрах писал музыку этот великий человек. Называйте. Опера, балет, симфония, прекрасно. Концерты для фортепиано с оркестром, концерт прекрасный. Вспомним еще романсы, вспомним еще камерную музыку, которую великое множество написано прекрасных произведений. Но остановимся сегодня мы в первую очередь все-таки на балетах. Перед вами стоит человек, который имеет к балету непосредственное отношение. Что вы смеетесь? Я работаю в театре оперы и балета. Да, спасибо. Так что балет это просто мое. Это видно невооруженным глазом. Так вот, балеты. Сколько было балетов написано Петром Ильичем? Кто сказал 7? Это неправильный ответ. Правильный ответ 3. А теперь давайте хором 3 балета Петра Ильича Чайковского. «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Правильно. А сейчас, уважаемые знатоки, вопрос. Через несколько минут, после того, как отзвучит композиция «Mad Russian Christmas» в исполнении оркестра «Золотая мелодия» под управлением Льва Накорякова, вы, надеюсь, хором назовете мне балет, музыка из которого была в этой композиции использована. Оркестр «Золотая мелодия».
Ну, а теперь давайте хором. Совершенно верно. Вот видите, как правильно было не разыгрывать приз за этот ответ. Ну правильно же. Вот я и не разыграл. Кто молодец? Я молодец. Ну, давайте продолжим. «Щелкунчик» — это прекрасная зимняя сказка. Но, впрочем, холодное время года, оно всегда вдохновляло и профессиональных писателей, и народ на сочинение сказочных историй. И сидя вечером у печки, люди представляли себе, как было бы здорово, если бы вот эта самая печка сама возила их по дорогам, ведра сами носили воду, дрова кололись и в поленницу укладывались. Но для этого нужно было как минимум дойти до реки и поймать в проруби щуку. На реку пойду, а ну-ка, прорублю январский лед. Может быть, случайно щука в мои ведра заплывет. Только снова невезение, я бегу к тебе в тиши. Не по щучьему велению, по велению души. Что ж ты, красная девица, не привечь никогда? Что ж ты, красная девица, словно речка, холодна? Вдоль села морозной ночью фонари, как снегири. Если выйти ты не хочешь, хоть в окошко посмотри. Совершу в одно мгновение чудо, только прикажи. Не по щучьему велению, по велению души. Что ж ты, красная девица, не привечь никогда? Что ж ты, красная девица, словно речка, холодна? Прорубь снова льдом покрыта, больше щуку не ловлю. Может мне сказать открыто: Лена, я тебя люблю. Ты ответь на откровение, руку к сердцу приложи. Не по щучьему велению, по велению души. Не по щучьему велению, по велению души. Дирижер меня балует. Спасибо. Новый год и Рождество действительно время необыкновенное. В эти дни мы словно попадаем в сказку и можем встретить настоящие чудеса. Поэтому рождественские каникулы так любят не только дети, но и взрослые. Музыка звучит в эти дни со всех сторон, и мелодии переплетаются и сливаются в одну необыкновенную пьесу. Именно такое новогоднее попурри и прозвучит сейчас в исполнении оркестра «Золотая мелодия» за дирижерским пультом Лев Накоряков.
Здравствуйте, мои друзья! Вот Снегурочка, вот я. По горам и по долинам, по холмам и по равнинам, по полям и по лесам шли мы долго в гости к вам. Дедушка, я как эксперт заявляю, здесь концерт. Зритель ждет веселых песен, хит ему нужен на десерт. Нет прекрасней и чудесней новогодней доброй песни. И поэтому сейчас спой-ка, внученька, для нас. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все треплетут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Дорогие друзья, с Новым годом! Счастья, веселья, доброты, доброго Нового года! С наступающим Рождеством! Остыли реки, и земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все грустила, это в городе я все грустила, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Молодец, внученька. Я пожелать сегодня вам хочу, чтоб было где душою отогреться, чтоб все вам в жизни было по плечу, а музыка по духу и по сердцу. Чтоб праздник зимней сказки засверкал, и с каждым счастьем этим поделился, а белый снег нисколько не мешал и тихо мягким ковриком стелился. Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня, Чтоб ветер свистел за плечами, а я синеву рассекал. И белая птичка кричали веселым своим рысакам. белый, белый, белый снег, ветер за плечами, белый, белый, белый снег, снится мне ночами.
все беды в метель улетели, лишь чистое поле вокруг, где хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Белый, белый, белый день, тони мои птицы. Белый, белый, белый снег мне ночами снится. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня. Белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег мне ночами снится. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Ночами снится белый снег. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег мне ночами снится. У новогодней елки пляска не может длиться без конца. Пускай рождественская сказка вам греет души и сердца. Снежок пойдет, мороз ударит, все так, как прежде, все как встарь. И пусть зима нам всем подарит волшебный, сказочный январь. А ну, мужички, снеговички, у леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над речками мосты.
Дорогие друзья, сегодня праздничное настроение вам дарили. Лауреат всероссийских международных конкурсов Лилия Третьякова. Мужской вокальный квартет Алексей Чучкалов, Александр Попов, Дмитрий Сухих, Роман Дерзаев, Снегурочка Юлия Галиханова. Дедушка Мороз, заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Городилов. Лауреат всероссийских международных конкурсов оркестр «Золотая мелодия». Художественный руководитель и главный дирижер Лев Накоряков. Дорогие друзья, счастья, мира, добра, любви, ну и, конечно, музыки, но только хорошей. С наступающим Рождеством! До новых встреч!